Вывести на улицу скромную Лейлу сразу не получается, и наша камера здесь ни при чем. Она не хочет расставаться со своим соседом. Верблюд Мартин теперь ее лучший друг. Да, он намного старше, но здесь возраст не имеет значения. Когда мы их вообще завели в стойло рядом, их вообще вместе, вот, как бы они сразу познакомились, понюхались через решетки. На утро, как бы она стояла на карантине, мы ее пока не выпускали гулять. Получается, Мартина мы вывели на прогулку с утра, и он начал вырываться с веревки, там всяко показывать, что он хочет к ней, и бежал к ней. Пятилетняя Лейла акклиматизацию пережила хорошо. Появился аппетит, оказалось, что она еще и сладкоежка. Мы в качестве угощения, поощрения за работу ей даем яблоки, сушки, сахарок, вот, морковку. Вот такое вот она очень любит угощения такие. Тренировки каждый день, наездника она не скидывает, дружелюбная и дисциплинированная, как и большинство ее двугорбых собратьев. А вот северный ветер ей явно не по нраву. Но это дело времени, говорят в центре. Просто она 5 лет жила в центральной России. А так верблюды этой породы без проблем зимуют и переносят минусовые температуры. С ними гораздо проще, чем в сравнении с лошадьми. Лошадь – животное более высокоорганизованное, более, скажем, у нее есть особенности организма. Верблюды, они проще. Они, скажем, природные условия у них достаточно суровые, и климат, и в плане кормов, поэтому с верблюдами проще. Равнодушными к появлению новой соседки остались только лошади. Здесь они чувствуют себя хозяевами и не видят в Лейле соперницы. И вообще в центре она появилась не случайно. Купили специально для Мартина. В прошлом году после тяжелых родов потеряли любимицу Снежану. И взрослый самец затосковал. Мало того, что Лейла должна привыкнуть к людям, она должна привыкнуть к своему новому транспорту. Это коневозка. Так несколько раз в день она туда заходит, выходит, но не боится замкнутого пространства. Сказывается ее прошлое в передвижном цирке, поэтому лишних хлопот своим новым хозяевам верблюд не доставляет. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.